Кель-кель — это возрождение, сияние блага. Кель-кель — это мирное сопротивление нации. Кель-кель — это... Революционное молодежное движение Кель-кель просуществовало около года, однако стало одним из самых ярких символов независимого Кыргызстана. Почему так произошло и в чем его феномен? Об этом наш фильм. Возникновение оппозиционной молодежной организации в поздний акаевский период было дело неслыханным, но на то были глубокие причины. Просто сама, как из правозащитной семьи, в моей памяти были вот эти события Сюзюнкуш и Сахсы и так далее. Я просто отслеживала вот эти вещи и понимала, что мы хорошего мы не идем. А когда уже студентов реально начали просто запугивать сессиями и так далее, вот, чтобы они участвовали в выборах, и это было массово просто. Настолько массово, что вот все выборы, все голосование проходили в универах. А вот то, что там по университетскому округу, когда поставили уже дети экс-президента, то тогда это было последней каплей лично для меня, потому что я уже понимала, что они практически берут весь Кыргызстан, всю власть в свои руки. В феврале 2005 года были назначены выборы в парламент, однако бывших послов не допустили к избирательной гонке. Роза Отумбаева, которую Акаев назвал локомотивом революции, начала организовывать митинги на Старой площади в режиме нон-стоп. Там и начала собираться молодежь. Мы, послы, были возмущены действиями тогдашней власти, что нас отстранили, не давали зарегистрироваться на парламентские выборы 2005 года. И тогда мы вышли в разных местах и в разные, буквально за короткий промежуток времени, на митинги. И вот когда мы стояли перед Джордж Кенешем, очень злые на то, что Джордж Кенеш это все утвердил, ребята вот тут же они собрались и создали вот это движение. Они буквально как спичка все горели. И в Кель-келе собрались ребята, в общем, идейные, очень интересные, сильные ребята. И само-то название обо многом говорит. Кель-кель, возрождение. Вот ждите чуда, четко говоря. И что меня тогда еще вдохновило и изумило, то, что та тюльпановая революция, это была чисто плодом нашей действительности, наших фактов, нашей реальности, той несправедливости, которая кипела повсеместно. В посткоммунистических странах уже был опыт молодежных оппозиционных движений. Пора на Украине, Кхмара в Грузии, отпор в Сербии. Но в отличие от этих организаций, название Кель-кель носило не протестный, а вдохновляющий смысл. Bizde Jamila Jenbay'dan бар. Ошонун үйүндө биздин бир офисибиз болчу, аны у меня деп койчу элек да, конспирация үчүнчү. Ошол жерде чогулуп, ар бирибиз аттарды сунуштабыз. 5-6 болчук. Ошол аттардын сунушталган аттардын арасынан ошол Кель-кель деген ат көбүрөөк добушка ээ болуп, ушул ат коюлуп калган да. Бул Кель-кельди койгонубуздун себеби бул өзү кыргыз тилинен жана Төлөгөн Касымбековдун Кель-кель деген романынан келген, бирок ошо мааниси жагынан которгондо бул жанагы Кель-кель жашоо келсин, жаңылануу келсин деген мааниде болгон да. Гражданское движение, мирное сопротивление деп коет да. Жанагы тынчтык жолу менен каршылык көрсөтүү уюму деп. То есть бул жерде кандайдыр бир агрессия, андай немелер орун албай калган да биздин концепция боюнчачы. Первой крупной акцией движения, настоящим боевым крещением, стал митинг на площади Победы 5 февраля 2005 года. Это было самое яркое мероприятие движения Кель-кель, и мы старались, как сказать, проявлять себя, учиться, высказывать свои гражданские чувства, недовольствия. И вот такие мероприятия, каждый раз мы набирали новых людей на митингах. Ойгон, ойлон, это было очень главное, да. И еще Кель-кельни, от слова сникерсни, там реклама была, мы его сделали Кель-кельни. То есть добавься к нам, присоединяйся. Мне было тогда 27 лет, я преподавала в ВУЗе, в университете Алато, еще в АУЦА.
И я, как политолог, чувствовала, что я учу людям, детей, да, вот студентов, а почему я сама не участвую. Поэтому я чувствовала, что я как преподаю в университете, и тут тоже что-то делаю активно, да. Я чувствовала, что я как бы делаю очень полезное дело и верила во все это, и до сих пор не жалею. Оппозиционное движение невольно начали сравнивать с другими похожими организациями постсоветского пространства. Дискуссии об импорте технологий революции ведутся до сих пор. Аны ошо атпорду көрсөткөн Сербиядагы революция боюнча тартылган кассета болчу, видео болчу да. Анан ошону көргөндө дагы кандайдыр бир дух алышты да. Биз жаштар эмне отурабыз, биз дагы чыгышыбыз керек, биз дагы ушу бийликти өзгөртүшүбүз керек, системаны өзгөрткөнгө салымыбызды кошубуз керек депчи. Анан ошентип ошол жактан видеону көрүштү. Видеону көргөндө мен бул кассетаны бердим. Силер деген муну деген бүт жаштарга таркаткыла. Бул дух берет силерге. Ошо Сербиядагы жаштар кандайча күрөшкөнүнө тиги сабак алсаңар болот силер. Деп анан кийин ошо кассетаны бердим. Кассетаны дискке көбөйтүп анан бүт жаштарга таркатышты. Прецедента создания, формирования нашей организации, то основной причиной это послужило, конечно же, те реформы, те революционные перемены, которые произошли в Сербии. Это молодежная организация «Отпор», то, что произошло в Грузии, Кхмара и украинская пора. В принципе, мы начинали нашу деятельность именно по примеру их деятельности. В принципе, мы следили, смотрели какие-то видеоматериалы, как они работают, какие технологии они применяют. На Центральноазиатском регионе, в Кыргызстане, впервые появилась такая организация, где собрались люди, которые так или иначе были замешаны в политике. И, конечно, после Майдана, после грузинской розовой революции, когда у нас зажглось и когда у нас пошла эта волна, то все сказали, что кто-то мастерит снаружи, кто-то приезжает и кто-то вот мутит эту, значит, действительность и крутит эту кашу. Абсолютно нет. У нас сама почва родила вот эти все недовольства. Мы сами тогда были готовы к тому, чтобы сказать «нет» любым проявлениям авторитаризма, несправедливости, вранью и всем тем бюрократическим трюкам, которые перед нами ставились. Желтый цвет и тюльпан стали отличительными символами движения. Похоже, не случайно, что и революцию 24 марта объявили тюльпановой. Желтый цвет выбрали из-за того, что в то время цветные революции же были. У Украины была оранжевая, у Грузии была розовая, да, роза, кажется. И мы в этом тренде, наверное, подсознательно где-то на митингах сказали, наш цвет будет жоғазындың түсі болады. Желтый цвет. И для нас лично это имел очень хороший смысл революционный. Два момента. Желтый цвет это как в светофоре, когда желтый зажигается, говорит, подожди, вот сейчас будет перемена. Это был цвет перемены для нас. Мы использовали слово «кель-кель» разным уровнем, большие и мелкие буквы, как бы символизировали наши горы, Алато. Солнце, которое использовалось в данном случае в графическом дизайне, оно не трактуется как тундук Кыргызстана. У нее другое смысловое значение. Оно выполнено в спиралевидной форме, потому что оно открывается, раскрывается в виде спирали, потому что вода в горах набирает свою силу и спускается потом горной рекой и неся вот свою энергию, жизнетворческую, жизнетворную силу несет в наш Кыргызстан. А лучи солнца – это ребята, количество лучей соответствует количеству людей, которые присутствовали при выборе, при утверждении выборе, ну, названия организации. Вот. Поэтому это все реально и не взято просто там, как бы не придумано с головы и не взято все с интернета. Власть и тогда использовала правоохранительные органы для прессинга на молодежных лидеров.
Ну, как назвал меня Алишер, он назвал меня тайный покровитель. Дело в том, что я была намного всех старше, и у меня уже была семья. А в связи с событиями где-то за полгода до создания Келькеля, ну, была такая, скажем, беседа с органами безопасности, где меня предупредили, что если я буду активно участвовать, они могут выслать меня из страны за 24 часа. И просто так в доброжелательной беседе, значит, предупредили. И поэтому Казбеку и Алишеру я говорила, что я могу их поддерживать, но я выступать открыто с ними не буду. Соцсетей тогда не существовало, интернет только зарождался, молодежь распространяла информацию традиционным способом. И зашел в здание ЦУМа. И дал одну листовку, в том числе охраннику ЦУМа. Ну, он взял, и вдруг через несколько минут ко мне подходит охранник, хоп, и говорит: молодой человек, что это такое, почему вы раздаете? Но на место прибыли сотрудники нацбезопасности, они посмотрели листовки, ну, что это такое, ну, я говорю, ну, это информация, это не какая-то недостоверная информация, то, что происходит, мы ничто не перевираем, это достоверная информация. Ну, после этого они так посмотрели, со мной переговорили, поняли, что ну, с меня взять нечего, передали в руки милиции. Я дал некоторые объяснения следователю, ну, он, взяв мое удостоверение там, студенческое, ну, отпустил меня. Власть, кроме задержаний, использовала другие, можно сказать, новаторские методы борьбы с новоявленной молодой оппозицией. Но, похоже, это только повысило ее известность. Против нас специально сделали клон, который также носил желтый цвет, желтые лимоны сжимали на аларча, и они тоже назывались Келькель. И по телевизору показывали, что они не хотят революции, что они такой хорошая, счастливая молодежь. Сейчас мне интересно, где эти молодые люди. Но это были студенты из, как выяснили, Славянского университета, которые провластные. И они говорили, что они очень довольны. Они хотели путать общество, что мы, Келькель, это они, да. И потом был Лимон газета организовала контр, да, лицом к лицу. Нас позвали и их позвали. И очень интересно вот этот клон, технология. Они всегда, авторитарные власти, всегда хотят, пользуясь тем, что нету независимых СМИ, показывают такой клон. Вот Келькелю тут же придумали в КРСО организацию. Я думаю, что все те, кто сегодня учатся, работают, кто стоял у истоков этих всех пропагандистских трюков, им должно быть стыдно. Под ними должна земля гореть. А они, к сожалению, до сих пор работают. И это мы знаем. Тем временем революционная ситуация продолжала накаляться. Протесты и митинги распространились по всей стране. А 23 марта, за день до тюльпановой революции, произошла ее генеральная репетиция. Чыгып эле башталып элек деле милициялар келип бүт кадырма алып кетип калышкан да. Ошондо мен кадырма алгам, бирок автобуска чейин жетпей калгам. Менин Денислан деген бала мени алып калган. Ошо кийинки күнү аябай ошого жиним келип, кайта кийинки күнү дагы чыккам да. Чыкканда анан ушул жерге келгенбиз. Келип топтолуп, бул жеринде келгенде аябай көп жаштар менен таанышкам. Ой жүгүрүнтүсү совсем башка, билими, кругозор такыр башкача да, жана мектептеги круг эмес. Ал жак совсем башка дүйнө, бул совсем башка дүйнө экенин билип, анан менин жашоомун, менин каалоом бул мектеп эмес экен деп ошондо түшүндүм мен. Буквально после 2-3 речей с громкоговорителем, с микрофоном была выключена электроэнергия здесь. И нас постепенно стали брать в кольцо. Приехавшие несколько автобусов приехало, сотрудников правоохранительных органов. Нас оцепили, и это оцепление стало сужаться, взяли нас в кольцо и поодиночке начали цеплять. Кто-то начал убегать, за ними гнались. Я очень хорошо помню те моменты, когда даже появились здесь сотрудники ГАИ, остановили даже движение. Я это очень хорошо помню.
И когда начался разгон и задержание, некоторые перебегали дорогу, но за ними гнались. И я помню, когда Болот Шамшиев, в то время, уже достаточно в пожилом возрасте, он тоже начал убегать с несколькими молодыми ребятами вместе в сторону остановки, в сторону Советской улицы. За ним погнались дылды в касках, да, чуть ли не спецназовцы. Это было очень, знаете, омерзительно за этим смотреть, когда за Аксакалом гонятся ребята, его там скручивают, поймали, скрутили, посадили в автобус. Нас здесь начали поодиночке выдергивать, но мы все взяли друг друга за руки, пытались сопротивляться. Ну как сопротивляться? Сопротивляться мы не могли, мы пытались держать друг друга, чтобы нас не могли вытащить. Но, к сожалению, я помню еще один момент, они применили очень такой хитрый ход. Когда половину задержали, один из офицеров правоохранительных органов подошел и сказал: все, хватит, отпустите их, ребят, отпустите. И когда мы поверили, мы наивные, молодые, мы поверили, все, нас отпускают, не будут задерживать. Мы друг друга отпустили и шли вдоль этой трассы, хотели уже расходиться. И они в этот момент подбегают сзади, и всех нас уже сзади оттуда начали арестовывать, задерживать. Посадили в автобусы, и постепенно на 2-3 автобусах нас увезли в Первомайское РОВД. Кульминацией стала дата 24 марта 2005 года. И практически везде на кадрах видео и фотохроники можно заметить отличительные ярко-желтые ленточки «Кель-Кель». Романтический ореол свершившейся революции был подпорчен случаем мародерства, грабежей и погромов торговых центров. Однако Кель-Кель и здесь не стал сидеть, сложа руки, и вышел на улицу, защищая идеи тюльпановой революции. Организация молодежного движения «Кель-Кель Возрождение» — это та организация, члены которой были, я уверен, что это были первые волонтеры в Кыргызстане, это были первые дружинники в Кыргызстане. И, к сожалению, были какие-то элементы, криминальные элементы, которые воспользовались этой ситуацией. Это всегда так бывает, оказывается. И мародерство, криминалитет пытались воспользоваться ситуацией. И мы не могли стоять в стороне изначально. Мы проявляли свою активную гражданскую позицию. И в такие трудные моменты мы также решили действовать, организовали сбор дружинников и пытались сохранить наш Бишкек в целостной сохранности. Не затягивайте, фактологией не занимайтесь. Примите решение, каждый час очень дорого. Я не хочу, чтобы мой город превратился в Таджикистан. Я вас прошу, примите решение прямо сейчас, на этом месте. На этой сцене сегодня для вас Бишкек! Самой яркой акцией движения уже после революции стало приглашение украинской звезды Русланы, победившей незадолго до этого на Евровидении и находившейся на пике своей популярности. Что касается Русланы, она олицетворяет, является лицом украинского Майдана. И первая кандидатура была, конечно, Руслана. Переговоры у нас проводил наш основной координатор Казбек Абралиев. Он с ней контактировал. Я до сих пор удивлен, как он на него вышел. Но, так сказать, надо отдать должное Руслане. То, что она в нашем письме увидела вот эту нашу искру, наше переживание за будущее страны. И она сказала, что, вы знаете, это не коммерческий проект для меня. В большей части я приезжаю, чтобы поддержать вас, ребята. Мне нужно хотя бы оплатить мне дорогу, гостиницу. В принципе, что касается гонорара, там символически, сколько у вас будет денег. Біз Батырхан Шүкеновті дағы шақырғанбыз. Башында ал мақұл болған келем деп. Бирок мына берде немес турбайбы? Чакыруу билетичи. Чакыруу билетинде Батырхан Шүкенов тиги Руслана деп неме алган. Акыркы күндөрү ал кайрадан отказ берди. Анткени бул биз неме менен байланыштырдык. Казакстандын ошол саясий режими мененчи. Анткени Украина эми ал постреволюционный жанагындай
мамлекет болуп böyle Руслана солидарность көрсөтүп келди. Бул жакта андай бир аз режим ага туура келбейт эле, ошонун себебинен бул келбedi деп тыянак чыгардык да. Затем были и другие акции и инициативы движения, включая новаторские, интерактивные, театральные постановки. Но вскоре движение Кель-Кель прекратило свое существование. И многие студенты, которые присоединялись, они реально верили, они были пассионарные, passionate. Но потом жизнь поставила свои точки, потому что им надо было дальше закончить учебу, найти работу, жениться. То есть молодежь — это такая сила, которая еще неосознанная. У нас очень много энергии, очень много страсти, но мало осознанности. Но эти люди прекрасные, и до сих пор они самые честные. Я когда вижу, очень вспоминаем, да, они все стали очень принципиальными людьми, но не все пошли в активную политику. Ну так жизнь устроена. Кыргызстан за 30 лет накопил большой опыт построения демократии. Все это происходило в долгой, изнурительной, зачастую противоречивой борьбе, полной драматических событий. И страница истории из Кель-Кель по праву занимает особое место в истории нашей страны. Я размышляла долго о том, в чем уникальность этого движения, явления Кель-Кель. И сейчас, спустя 17 лет, я поняла, они почувствовали себя хозяинами этой страны. Это движение было горизонтальное, не вертикальное, потому что в нем не было шефа, начальника. И это, оказывается, такая сила, которая зовет очень много других. Никогда не сомневайтесь, что маленькая группа приверженных людей могут делать изменения. На самом деле только они смогут делать эти изменения. Кель-Кель — это возрождение, сияние, блага. Кель-Кель — это мирное сопротивление нации. Кель-Кель — это молодежная отвага.